Представьте на секунду. Один единственный опыт, который по всем законам физики просто невозможен, заставляет ученого полностью пересмотреть все, что он знал о реальности. Вот с этого-то все и началось. Так родилась совершенно новая, радикальная модель нашей Вселенной. Давайте в этом разберемся. А что если один единственный сбой в системе, какая-то крошечная необъяснимая аномалия, на самом деле и есть тот самый ключ к пониманию всей Вселенной? Именно этот вопрос и лежит в основе всей нашей сегодняшней истории. Итак, перенесемся в конец 60-х. Компьютеры — это не то, что сейчас, это гигантские машины на целую комнату. А отладка кода — это, мучительный процесс. И вот наш герой, Том Кэмпбелл, тогда еще аспирант, отчаянно бьется над программой, которая никак не хочет работать. И в какой-то момент от безысходности он решает сделать нечто совершенно немыслимое для физика. После курса медитации он пробует просто представить код в уме, чтобы найти ошибку. И вот тут-то и происходит то самое невозможное. Его внутренний взор безошибочно указывает на проблему. Но дело было не в логике кода, не в программе. Проблема оказалась в физическом носителе, в перфокарте. Отверстие в ней было смещено всего на 0,1 долю миллиметра. Вы только вдумайтесь, это деталь, которую невозможно увидеть глазом, не то что запомнить или как-то подсознательно считать. Такое было просто-напросто невозможно. Представьте себе шок для Кэмпбелла. Он же ученый, физик. Для него есть только то, что можно измерить и проверить. И тут он сам делает нечто, что нарушает все известные ему законы. Для него это означало только одно. Его картина мира неполна, что существует что-то еще, какая-то огромная часть реальности, которая напрямую связана с сознанием. И вот этот единственный невозможный опыт, этот сбой в матрице, если хотите, и стал отправной точкой для создания целой теории всего. Но как же одна крошечная дырочка в перфокарте привела к идее, что вся наша реальность — это симуляция? И знаете, что самое поразительное? Теория Кэмпбелла, которая тогда казалась чистой мистикой, сегодня вдруг зазвучала в унисон с самой передовой наукой. Все больше квантовых физиков приходят к выводу, что в основе нашей Вселенной лежит не материя и не энергия, а информация. Проще говоря, реальность по своей сути — это код. Но если это так, погодите. Если все вокруг — это просто информация, то вывод напрашивается просто ошеломляющий. А что если мы все живем в своего рода виртуальной реальности? И как это вообще меняет все? Модель Кэмпбелла на самом деле поразительно проста и элегантна. Лучше всего ее понять через аналогию с компьютерной игрой. Смотрите, есть, скажем так, сервер. Это источник всего, назовем его большая система сознания. Есть игроки. Это мы, наше индивидуальное сознание, которые на самом деле частички этой большой системы. И есть сама игра. Вот это наша физическая вселенная. По сути, это виртуальная реальность, которую вычисляет сервер, чтобы мы, игроки, могли получать опыт. Окей, допустим, игра. Но зачем? Какая у нее цель? В чем смысл? И вот тут, как ни странно, ответ снова приходит из фундаментальной физики. И связан он с таким понятием, как энтропия. Что такое энтропия, если говорить по-простому? Это мера хаоса, беспорядка, случайности. Так вот, любая сложная система, будь то Вселенная или сознание, может развиваться, эволюционировать только одним способом — уменьшая этот хаос, то есть создавая порядок из беспорядка и смысл из бессмыслицы. И здесь все сводится к очень простому, но абсолютно фундаментальному выбору. По сути, есть два пути. Первый — это путь страха. Он порождает эгоизм, контроль, конфликты, в общем, увеличивает хаос. Это высокая энтропия, путь к деградации. А есть другой путь — путь любви. Он ведет к сотрудничеству, заботе, гармонии, то есть к созданию порядка. Это низкая энтропия, путь эволюции. Так что же получается в итоге? А получается, что цель всей этой игры — это эволюция сознания. Каждый сделанный выбор, даже самый маленький, имеет без преувеличения космическое значение. Когда мы выбираем созидание и любовь, мы не просто делаем лучше свою жизнь, мы вносим свой вклад в эволюцию всей большой системы. А теперь приготовьтесь удивиться, потому что эта, казалось бы, ультрасовременная модель, выросшая из физики и компьютерных наук, она, оказывается, практически слово в слово повторяет мудрость, которой уже тысячи лет. Давайте просто посмотрим на эту невероятную параллель. На Кавказе есть очень древняя устная традиция Амстакибзе. Если коротко, ее описывают как знание об искусстве жить полной, гармоничной, изобильной жизнью. Итак, сначала вспомним, что говорит наш физик Том Кэмпбелл. Цель существования — эволюционировать, становиться тем, что мы называем любовью.
А теперь послушайте, в чем суть учения Амста Кебза. Поразительно, правда? Один современный физик, другие древние мудрецы. А говорят, по сути, об одном и том же. Цель — это развитие через гармонию, единство и улучшение мира вокруг. Хорошо, это все, конечно, очень красиво, но как эти грандиозные идеи работают в нашей с вами повседневной жизни? Если эта система существует, как она с нами вообще взаимодействует? Но, согласно этой модели, есть два основных канала связи. Первый, самый прямой и очевидный, это наш собственный опыт, то есть последствия наших же выборов. А вот второй способ куда более тонкий. Это то, что можно назвать подсказками от системы. Эти подсказки — это то, что мы часто называем синхронистичностью. Ну, знаете, те самые случайные совпадения, которые кажутся совсем не случайными. Внезапно с полки падает книга с ответом на ваш вопрос. Вы встречаете нужного человека в самый подходящий момент. Система как бы мягко подталкивает в нужном направлении. Но это происходит только тогда, когда человек сам открыт к росту, сам хочет стать лучше. Система помогает, но она никогда не нарушает свободу воли. Выбор всегда за нами. И вот тут мы подходим, пожалуй, к самому главному. Во всю эту модель не нужно слепо верить. На самом деле, слепая вера здесь вообще ни при чем. Вся ценность этой идеи раскрывается только через личный опыт, через проверку на практике. Как говорит сам Кэмпбелл, это, по-моему, гениально. Если это не ваш опыт, это не ваша истина. Это чья-то чужая истина. Понимаете? Можно сколько угодно читать, слушать, соглашаться, но пока это не станет личным переживанием, это просто чужие слова. Настоящее знание, оно приходит только через собственный опыт. В конечном счете, эта модель — это не просто новый взгляд на устройство космоса. Нет, это в первую очередь новый взгляд на самих себя. Он возвращает огромную ответственность, но вместе с ней и глубочайший смысл в каждое наше действие. Ведь если каждый наш выбор — это не просто личное дело, а вклад в эволюцию всего сознания, то главный вопрос не в том, во что верить, главный вопрос, какой выбор сделать в следующий момент.